В пятницу, 15 ноября, парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Из 35 депутатов на сессии присутствовал всего 21. Поэтому парламентарии проголосовали против повестки заседания. По их словам, это было связано с давлением, которое оказывается на них в эти дни. Некоторые из депутатов сказали, что отказываются в таких условиях работать. В общем, было много разных событий за эти дни. Конечно же, призываем наше общество сохранять спокойствие, стабильность, относиться друг к другу уважительно и терпимо. 21 человек на сессии сегодняшней присутствует. В общем-то, есть мнение у коллег, что в таких условиях вообще не проводить сессию. Несмотря на то, что заседание было отложено, сторонники оппозиции, собравшиеся у стен парламента, потребовали от народных избранников провести сессию и проголосовать против ратификации инвестсоглашения. Начались массовые беспорядки. Компромиссов нету, никто ни с кем не сговаривается. Этот человек довел ситуацию. Кроме его отставки, другого варианта здесь быть не может. Он должен выйти к людям, сказать, что он все свои инициативы отзывает, извиняется перед нами, пишет о своей отставке, пишет об отставке и уходит. Других вариантов нету. Ворвавшись в комплекс правительственных зданий, митингующие стали требовать отставки действующего президента. Что касается развития дальнейших событий, я бы предостерег все горячие головы от каких-то экстремистских действий в отношении сегодняшнего народа, который фактически взял власть в свои руки. Поэтому народ контролирует, у нас все под контролем. И я думаю, что в дальнейшем, после отставки президента, все пойдет по своему руслу. И я думаю, что мы здесь все заинтересованы в спокойствии. После долгих переговоров между оппозицией и властью вечером Аслан Бжани сделал заявление о том, что продолжает работу, а также все государственные структуры в республике, главы районов и городов. События сегодняшнего дня очередной раз поставили нашу республику перед большими проблемами. Руководство Абхазии, президент Абхазии, вице-президент Абхазии, премьер-министр, члены правительства находятся на местах в Абхазии и будут находиться на местах и будут работать дальше. В результате массовых беспорядков 14 человек были доставлены в республиканскую больницу.
Тилет Тамш, президент Абхазии Аслан Бжаня, провел заседание Кабмина. Глава республики пообещал стабилизировать ситуацию в стране. Уважаемые коллеги, несмотря на попытку совершения государственного переворота, мы с вами продолжаем работать, переходим на усиленный режим несения службы, подчиняйтесь поручениям и приказам президента. Ситуация будет стабилизирована, мы все вернем в правовое русло. На встрече с президентом главы министерств и ведомств отчитались о работе в сложившихся условиях. Далее состоялось собрание в поддержку главы государства. Цивилизационным способом надо решать все вопросы. Президент кишает зала, саду ами хахиплюй чапхе испаргивает. Вчера была попытка государственного переворота. Тем не менее, все службы работают в штатном режиме, даны соответствующие указания. Мы выполняем поручения действующего президента Республики Абхазии, которого выбрал большинство населения нашей страны. И вот сегодня решили организовать встречу для обсуждения дальнейших вопросов. Сторонники политического курса главы государства собрались и у здания Гудаутской администрации. Тем временем оппозиция сформировала координационный совет по выходу из политического кризиса и введения переговоров с властями республики. Была направлена делегация из числа депутатов во главе со спикером к Аслану Бжане, которому было предложено добровольно уйти в отставку. Однако он попросил время. Не знаю, сколько времени это потребует, но мы намерены добиваться своего. К сожалению, ситуация напряженная. В республике политический кризис. Просим всех неравнодушных граждан прибыть к администрации президента и поддержать протестующих. Оппозиционные паблики распространили информацию, что президент якобы ночью пытался собрать совбез и уговорить силовиков провести штурм захваченного оппозицией правительственного комплекса, а также, что глава государства потребовал от Минобороны предоставить технику для штурма администрации. Однако данная информация не соответствует действительности, заявили в оборонном ведомстве. Информация в интернет-ресурсе, а именно абхазский портал, где говорится о том, что я получил от президента Республики Абхазия задачу о передвижении военной техники, не соответствует действительности. Также в социальных сетях распространилась информация, якобы происходящее в республике поддерживается абхазской интеллигенцией и членами Общественной палаты. Общественная палата Абхазии призвала власти и оппозицию урегулировать конфликт за столом переговоров. В обращении подчеркивается, что обе стороны несут ответственность за судьбу народа и республики и должны вернуть противостояние в правовое поле. Общественной палатой Абхазии была сформирована группа для переговоров между властями и оппозицией с целью поиска различных путей урегулирования политического кризиса. Учитывая, что в ближайшее время в соответствии с Конституцией и законодательством Республики Абхазия должна быть назначена дата очередных президентских выборов, считаем необходимым возобновить нормальную работу государственных институтов и наладить политический диалог, говорится в заявлении. В связи со сложившейся острой ситуацией в республике высказываются ряд абхазских и российских общественных и политических деятелей. Понимаете, вот то, что говорят, что вот кризис возник из-за того, что какой-то закон инвестиционный собирался наша власть, абхазская власть, парламент принять, это аргумент ничтожный. Поясню почему. Понимаете, таких вопросов перед Абхазией будут сотни тысяч в дальнейшем нашем развитии, если, конечно, Россия нас не бросит. Знаете почему? Такие вопросы будут возникать, потому что когда две страны, два государства заключают какие-то договоры, тем более союзнические, такие вопросы всегда будут возникать. Там будут, конечно, вопросы к обоим сторонам. Понимаете, если каждый раз по каждому вопросу, если кому-то что-то не нравится, политическим деятелям, политическим силам, каждый раз призывать к баррикадам, призывать к смене власти, это говорит о том, что Абхазия как государство не состоялось. Понимаете, это очень печальное событие еще по другой причине. Мы должны понимать, что вот такие события очень сильно влияют на репутацию страны. Мы
можем получить такой, знаете, такой клеймо, как несостоявшееся государство. Я вижу ключевую проблему, и в этой ситуации она воспроизводится. Мы видели нечто похожее в 2020 году, в 2014 году, в меньшей степени в 2004, в 2005. Есть проблема диалога между властями и оппозицией. Они меняются. Да, одни занимают позиции, другие переходят, так сказать, на противоположную сторону. Но нормального диалога, нормальной коммуникации не происходит. Отсюда и подобный экстрим. Как говорят историки, признание Абхазии 5-е по счету. 5 раз нас признавали. А куда ушли 4? Давайте подумаем над этим. За что отнимали? Все, что происходит сегодня в Абхазии, аукается против России. Все ее недоброжелатели ликуют и злорадствуют. А если Россия использует хотя бы один рычаг давления на Абхазию, ну, например, приостановить пенсии, убеленные сединами те, кто вчера штурмовал парламент, как отреагируют они на это? Хочется верить, что робко звучавшие вчера «Россия, ты наш главный партнер, ты наш главный защитник», хочу я в эти мысли верить. Давайте на деле все вместе покажем, что это так. Все вместе будем искать выход из сложившейся ситуации. Мне бы хотелось, чтобы в первую очередь мы все успокоились. Нас очень мало. Да, рахматю попсуа. Мы не должны исчезнуть ни как государство на карте, ни как этнос. А цухтон из херцтахоп. Акыр епсо адзрича зигеневимхда. Шарахарах лакумква. Десуевне такна игулара. Ач гебзира дахнева дахайва. Ач харарпшна. Ак игуам пхозерге. Харахауба бааквапсва. Елах хуелах хамозе. Атынчинех. Атышинталарах кылсванчегаса. Свою обеспокоенность в связи с острой политической ситуацией в Абхазии выражает МИД России, общественная организация «Абаза» Карачаево-Черкесской республики по защите прав граждан и интересов абазинского народа. Представители абхазской и московской диаспоры поддержали президента, руководителей республик Северного Кавказа, Республики Крым, также главы других субъектов Российской Федерации, президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, в котором говорится, что в РФ обеспокоенной ситуацией в Абхазии, было растолковано абхазской оппозицией как отказ России от законной поддержки власти и пассивность в разрешении абхазского политического кризиса. На это в российском МИДе ответили, что подобные высказывания являются манипуляцией оппозиции, которая пытается ввести в заблуждение население и использовать ситуацию в своих политических целях. Заявление главы российского МИДа ясно и однозначно демонстрирует обеспокоенность России в сложившейся ситуации. События, происходящие сегодня в Абхазии, негативно влияют на внешний облик республики. Особенно радуются такой острой внутриполитической ситуации заингурские соседи, отмечают политологи. В любом случае, когда-то произойдет смена власти. Я еще раз хочу вам обратить ваше внимание. Смена власти. Не всегда такие враждебные, напряженные отношения будут между Россией и Грузией. Там тоже когда-то произойдет пример, а на каких условиях. А если мы дадим повод пересмотреть эти отношения, которые сложились в 2008 году, вы думаете, что это не может произойти? И поэтому это очень опасное действие, которое мы сегодня совершаем в Абхазии. Если вам не нравится президент, как работает, власть как работает, все прописано, есть процедура цивилизованная, согласно Конституции. Понимаете, они говорят, это народ решает, это призыв народа. Кто дал им мандат, право от имени народа выступать вот таким образом? Они что, выиграли выборы? Они выиграли президентские выборы? Если у них есть как вытащить страну из кризиса, пусть они обратятся к народу со своей программой, пусть они выступят на выборах, пусть они привлекательные программы, чтобы они понравились нам и проголосовали за них. Это обычная цивилизованная борьба за власть. И этого не происходит. Понимаете, остается 3-4 месяца и призыв к свержению власти. Как это понять? Понимаете, здесь нет, знаете, искренности по отношению к своему народу. Понимаете, народ, по большому счету, не всегда все решает. И не всегда конструктивно все решает. Понимаете, призывать на площадь
когда толпа, а это уже действие похоже на толпу, а толпа действует, все иррационально, крушит, разбивает окна, понимаете, и призывает, что это вот решение народа, это очень неправильно, потому что, я еще раз говорю, это в нашей политической практике сложилось, от этого надо избавиться, потому что, я еще раз говорю, и имя, которое статус, который мы получили, не состоявшееся государство, клеймо будет очень тяжело снять. Как это скажется на взаимоотношениях с Россией? Я думаю, что если не будут какие-то именно антироссийские лозунги выбрасываться, то ситуацию эту переживут, хотя она дискомфортна. Понятно же, что на Россию смотрят как гаранта стабильности и безопасности в Абхазии. Если нет этой стабильности и безопасности, или она подвергается вызовам каким-то, возникают вопросы к Москве. Они не очень приятные вопросы, безусловно, да, и имидж страдает. Но я думаю, что Москва будет все-таки стараться, определенным образом над схваткой держаться, пока это не выйдет из-под контроля. Вот если какой-то сценарий обвала будет, да, скатывания к гражданскому противостоянию, тогда, наверное, Москва скажет свое слово веское. جدنا خسي الشقة أخاطر أوي خسر عربشنا يتخ اللي بك أبي حسن الله وبري زجيريكم يا شا يم خسوا خسوا أبسنا أبريد عروي يقوي نرخر بيهم أري أحملات يفرخاقو بزيجي أحفرخاقو أريبشا كريزيس أري إيشاكم عاشت الناجر غلط حازتخم رجور درش شويت يقرنرش در الريبريزيدنت أبحث دور يجا يلهان وоккупированной Абхазии существует попытка провести российский закон. И там против него выступило гражданское общество. И я хочу выразить солидарность с ними. Хастахам зиги абриев гурют. Урыстыл авгзер. Ва агарадза якудзвани чажу дарадза. Абрехтыс урыстыл аджги дадгылыдзом. Ахан хыт Польшан дасван. Хатынхал врадов. О машей бені дасват иқалейхет Польша. Абри яла чажу апсна майдан қартайт. Аурыс квержігылын. Ихи ғотығылза шахваразда сара Ари сарей сами спопхадзом мчила ари успа псуфарам зикм бганюентем бан эгум пахашшейт ашмыз агана хагоп эша апсва. И ари инакуз алаги атачкум алым шара апсыша ету уи азги уи имейл сходом. Ейтан ейбір хоракун хапсашами вара сара хапсула ейчавена ейбігона абьяус аптыпки бірдер халон. Оппозиция, находясь в комплексе правительственных зданий, требует отставки президента. В свою очередь, глава государства Аслан Бжане заявил, что подаст в отставку в том случае, если представители оппозиции покинут здание парламента и будут назначены новые президентские выборы. Подобный исход событий будет конституционным, отмечают абхазские политологи. Если вот так решить вопрос, можно выйти. Я еще раз говорю, надо обратиться с книжечкой прийти. Книжка, которая называется «Конституция Республики Абхазия». Там все расписано. И я думаю, что она вытащит. Я думаю, что мы выйдем на выборы
придадим какой-то приличный законный вид нашей власти. Без этого Абхазия никогда не получит развития. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о поддержке России конституционного строя в Абхазии. Москва не поддерживает государственные перевороты и всегда стоит на стороне конституционных начал и законности. Мы внимательнейшим образом следим за этими событиями, потому что Абхазия для нас близкая, дружественная соседняя страна, говорится в заявлении. По его словам, допустимы любые споры и дискуссии между властью и оппозицией, в том числе касающиеся ратификации соглашения с Россией. Однако, как отметил Косачев, такие разногласия не должны перерастать в силовые сценарии или приводить к неконституционным методам разрешения конфликтов. Гугут Савардания, Фатима Гергия, Алика Трапш, Рада Чачава, Лаура Капш, Нала Чхинджерия, Раму Камкия, Константин Парулуа, Заур Кварча и Нал Гвинже. Абхазское телевидение.